Когда впервые зашла речь о реконструкции Сухумской гидроэлектростанции, мало кто верил в успех предприятия. Во время грузино-абхазской войны в 1992-1993 годах прямо на территории Сухумской ГЭС шли бои. Многие сооружения станции были повреждены и в дальнейшем разграблены. За послевоенные годы все оставшееся оборудование пришло в негодность, территория вокруг заросла. А учитывая тарифы на электроэнергию в нашей стране, восстанавливать электростанцию было экономически нерентабельно. Однако нашлись люди, которые поверили в свои силы и сделали все возможное, чтобы сегодняшнее событие состоялось. Красную ленту в честь открытия гидроэлектростанции перерезали премьер-министр Валерий Бганба и директор Сухумгэс, один из учредителей предприятия Владимир Апухтин. Мощность Сухумской ГЭС после ремонта составляет 19,6 мегаватт. Перепад воды 220 метров, водоизмещение плотины 70 тысяч кубов воды. По словам технического директора гидроэлектростанции Резу Зантария, этой мощности достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии и выравнивания ее потока. Сухумская ГЭС сегодня дает такую возможность общей энергосистеме поддерживать напряжение в энергосистеме, в общей энергосистеме в районе города Сухум, да, и в направлении Гудауты, то она в пиковые часы может держать достаточно хорошую, существенную реактивную мощность. Мы ее, на примере скажу, что если у нас напряжение в сети 110 киловольт, 104, 102, то мы его выставляем до 110, выпрямляя в общей энергосистеме. Восстановление Сухумской гидроэлектростанции стало возможным благодаря частным инвестициям. 12 миллионов долларов вложено в ее реконструкцию. На этот процесс ушло более 6 лет. Сухумгэс – государственное предприятие, которое передано в аренду на 25 лет. Как говорит Владимир Апухтин, реализация задуманного стала возможной в том числе благодаря поддержке руководства страны. Не было экономической целесообразности на тот момент никакой. Учитывая, так сказать, стоимость электричества, энергии, которая здесь находится, да, то это было действительно окупаемость, так сказать, 25-30 лет. Обычно, так сказать, бизнес не идет на такие проекты, понимаете? Ну, тем не менее, мы пошли, так сказать, шаг за шагом, шаг за шагом. Я обратился Рауд Джуркамчу, когда действительно стоял вопрос, дальше идти нам или все-таки, так сказать, останавливаться. Он поддержал, сказал, что нет, ребята, проект этот нам нужен, и Сухумская ГЭС должна быть восстановлена. И дал поручения определенные своим службам. Мы получили поддержку. Естественно, после этого началось строительство более сильными темпами. Пока есть Ингургес, и то, что дает Ингургес, это то, чем пользуется наше население. Но не дать возможности развиваться и этому направлению деятельности. Тем более, что мы говорим, что нам нужно переходить на работы малых ГЭС, возможность реанимации 4 этих перепадных станций. Если готовность будет людей включиться в эти процессы, то государство должно рассмотреть и такую возможность. Строительство Сухумской гидроэлектростанции началось еще в 1934 году. В эксплуатацию она была сдана в 1948. Тогда все оборудование станции было производства Швеции. Сухумская ГЭС обеспечивала электроэнергией весь Сухумский район. Ее работа основана на переброске части стока реки Восточная Гуместа в ее западную часть, которая протекает параллельно, но ниже. На Восточной Гуместе также построена и водосливная плотина. Следует отметить, что восстановлена не только техническая составляющая станции. Специалисты смогли полностью сохранить внешний облик здания, которое причислено к объектам историко-культурного наследия Абхазии. Первый раз в Абхазии местными силами, абхазскими бизнесменами восстанавливается один из значительных объектов историко-культурного наследия. Он у нас входит пока в дополнительный список как инженерно-промышленный объект. Тут сохранено все. Бережное отношение к всему историческому рельефу, начиная с 1934 года, когда тут первый камень заложился. И вот долгожданный момент. Акт ввода в эксплуатацию подписывают министр экономики Адгур Ардзинба и директор ГЭС Владимир Апухтин. После подписания документа президент Рауль Хаджимба нажатием кнопки на электронном табло запустил станцию в промышленную эксплуатацию. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.